Конечно же, в преддверии Дня Республики поздравляю всех с наступающим главным праздником Якутии, с днем ее рождения. Хочу сказать, что этот год для меня прошел под знаком, знаете, гордости за нашу республику, за ее многонациональный народ. Год был юбилейный. И, конечно же, вот несмотря на сложную внешнеполитическую мировую обстановку, несмотря на все трудности, которые нам устроили наши враги из заграничные, так и Россия, и наша республика развиваются, идут вперед. И, конечно, вот в год столетия мы видели прекрасные достижения в здравоохранении, в образовании, в спорте, в культуре. Мы стали свидетелями выдающихся достижений наших промышленных компаний. В итоге это все привело к тому, что реально мы вот свой юбилей встретили очень достойно. Я горжусь всеми якутянами и уверен, что вот новый век нашей Якутии, который начался, он будет еще лучше, еще краше для всей нашей Якутии. Самое главное сегодня происходит на полях сражений, и самое главное дело делают наши с вами земляки, россияне, якутяне, которые с оружием в руках сражаются за нашу страну. Вот. Но сейчас пришло время вот этих неонацистов новых, которые вылезли, которых опять поддерживает вот этот западный мир, для которого сегодня задача стоит не просто там защитить кого-то, да, нет, у них задача очень простая, они хотят нас уничтожить. И это очень четко видно. И вот мы их обязательно остановим и, еще раз говорю, обязательно достигнем для нашей страны, для нашего народа победы. Скажем так, с обильным таянием снега и наличием большого количества воды вот на улицах, во дворах, на территориях социальных объектов города Якутска в этом году, к сожалению, он очень актуальный. Ну, здесь, конечно, есть и объективные причины. У нас по городу Якутску за март месяц выпало почти, ну, по разным оценкам, от 4 до 5 месячных норм. Конечно же, при том, что огромное количество снега было вывезено, все-таки, ну, большое количество осталось его и внутри города, и вот сейчас это все тает, и большое количество воды. Но вот сейчас вижу, что принимаются очень активные меры вот все эти дни. У нас большая работа идет по стройке, по обустройству. Мы один из самых быстро развивающихся регионов Российской Федерации. Валовый региональный продукт, по которому оценивается как раз развитие экономики, в 2018 году он был чуть более 900 миллиардов рублей. По итогам 2022 года он пока предварительно 1 900 с лишним миллиардов рублей, но уверен, что вот после окончательного, как скажем так, подсчета, после того, как данные статистики выйдут, это будет за 2 триллиона. Несмотря на все эти санкции, которые Америка ввела и на самом деле пытается ограничить продвижение наших товаров, приходит валютная выручка. И благодаря этому идет импорт тоже нужных для государства материалов, идет пополнение бюджета. Мы сегодня по отчислениям федерального бюджета, наша республика занимает уже по итогам 2022 года ну, где-то 12 место в стране. Это тоже очень дорого стоит, это тоже огромный скачок. И, конечно, значение экономики Якутии для экономики всей страны с каждым годом растет. Все люди очень достойны. Они не занимают, знаете, таких больших должностей, не генеральные директора, не главные инженера, так, не руководители тех или иных социальных учреждений. Это простые люди, это медсестры, это рабочие, это эскаваторщики, сварщики. Но это те люди, трудом которых Якутия сегодня идет вперед. И мы должны их труд почитать. Здравоохранение Якутии, оно, знаете, хорошее. Вот у нас средняя продолжительность жизни впервые, вот по итогам прошлого года, как мне докладывали, превысила среднероссийскую. Вот никогда за постсоветское время, советское не знаю, но вот за постсоветское время у нас таких достижений не было. Сейчас, опять же, по моему обращению, руководством Россетей принято решение, и они об этом докладывали уже на федеральном штабе у министра энергетики, что в течение летнего сезона будут проведены определенные работы, в том числе общестроительного характера, на сумму свыше миллиарда рублей,
для того, чтобы эту проблему устранить. Безусловно, сельское хозяйство для нашей республики – это важнейшая отрасль экономики. Особо вот именно подчеркну экономики, потому что сегодня, особенно вот в условиях западных санкций, в условиях вот этого внешнего давления, обеспечение продовольственной безопасности в целом страны и отдельных субъектов, конечно же, очень важно. Мы вот аграрным сектором будем дальше очень серьезно заниматься. Мы, главное, стабилизировали ситуацию, мы не позволили вот упадку по многим направлениям дальше развиваться, который у нас был многие годы. По некоторым направлениям начали динамично расти, вот, например, овощеводство. Что касается дорожного строительства, уже все решения приняты и работы должны быть выполнены. Мосты будут ремонтироваться. Реально Якутия сегодня стала самым креативным регионом всей нашей страны. Это огромное достижение, мы, наверное, только потом поймем. Я считаю, что креативная индустрия – это то, что позволит и нашей республике, и особенности городу Якутску, дальше очень активно развиваться. Несмотря на все сложности, несмотря на все катаклизмы, амбициозная задача города Якутска стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте, она, конечно, должна быть подкреплена делами. Так? И уверен, мы все сделаем, чтобы этой цели достичь.